Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А абмяркоўваць будзем сёння з маім замежным госцем, з намі на сувязі з Харкова, дырэктар па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі, эксперт iSense Мария Аўдзеева. Добрый день, пани Мария. Витаю, Зміцер, приветствую всех телезрителей. Ну что ж, самые такие актуальные и надзённыя інфармацыйныя нагоды для абмеркавання, яны неяк вот так вот збегліся. Гэта пераварот альбо захоп улады, які нібыта рыхтавалі, як у нас кажуць, юрысты-пушкініст. Таксама лёсавызначальны дэкрэт, які вот нібыта днямі агучыў Лукашенко. Ну і плюс візіт Лукашэнкі ў Маскву, якія вот усё гэта дзіўным чынам супала. Але вот не толькі беларускіх, але і замежных экспертаў цікавяць гэтыя падзеі і гэтыя супадзенні, так бы мовіць. Вось спадарыня Марыя цэлае такое даследаванне зрабіла з гэтай нагоды. Чаму украінскім экспертам цікавы вось гэтыя тры падзеі, пра якія я зараз сказаў? Да, Зміцер, все, что вы перечислили, это так, и здесь нужно еще иметь в виду, что события, которые были в Беларуси, о которых вы сказали, поездка Лукашенко и встреча его в Москве с Путиным, послание Путина к Федеральному собранию, все это сопровождалось тем, что в течение месяца Украина находилась и продолжает находиться в очень такой угрожающей ситуации. Наверняка вы и зрители знают о том, что по оценкам аналитиков возле границы с Украиной собралась, то есть Россия аккумулировала военных, технику, и по оценкам ее размер, там, ну вот по разным, там до 140 тысяч человек, а наибольший, который был с 2014 года. Вот, поэтому, конечно, вот этот весь контекст того, что Россия ведет себя агрессивно, скапливает технику, скапливает военных. И кроме этого, поездка Лукашенко и его взаимодействие с Москвой, они для Украины выглядят, с точки зрения Украины, выглядят как звенья одной цепи, как связанные между собой события. То есть сначала мы видим в информационном пространстве и вообще видим, вот Харьков в 40 километрах от российской границы находится, постоянную накачку, нарастание напряжения, подпитывается ожидание того, что вот-вот сейчас может агрессия перейти в какую-то горячую стадию. После этого Лукашенко говорит о том, что на него готовилось покушение, и вот это покушение, которое готовилось, оно сразу подтверждается российскими спецслужбами, и потом Путин его как бы легитимизирует, говоря об этом покушении перед своим посланием к Федеральному собранию. Раньше такого не было. Если мы вспомним эту чудесную, смешную историю про перехват Ника и Майка, тогда Россия, ну, и российские чиновники, они как бы так хмыкали скептически, то есть серьезно это в принципе не воспринималось, хотя Лукашенко и тогда тоже говорил, что он все материалы передал своим коллегам, и они переданы в ФСБ. В этот раз все было по-другому, в этот раз эта ситуация была использована Россией и, скорее всего, и инициирована Россией, и таким образом, как бы Россия сразу начала говорить о том, что они также видят угрозу для Беларуси. И это дало возможность Путину уделить этому большое внимание во время послания к Федеральному собранию. Я смотрела хронометраж, он вообще, в принципе,
о внешней политике говорил достаточно мало, там около 8 минут. Из этих 8 минут он половину времени говорил о покушении так называемом на Лукашенко. Он его поставил в один ряд с Мадуро, с Януковичем, сказал, что ну вот, раз вы хотите, чтобы было как в Украине, и, в принципе, как бы дальше перешел к угрозам, общим угрозам для России и для Беларуси, для противостояния которым они, ну, то есть они должны объединиться. Таким образом, Украина, имея у себя на границах воинствующую российскую армию, слышит о том, что сейчас вот Россия должна с Белоруссией совместно объединиться и как бы противостоять так называемому коллективному Западу, термину, который Путин постоянно употребляет. Калі мы так звязваем у один ланцужок вось тры таких падзеі, гэты вось нібыта замах на Лукашенко альбо там спроба захопу улады, потым дэкрэт Лукашэнкі, які ён анансаваў перад паездкай у Маскву, потым паездка ў Маскву, а потым агучка з места гэтага дэкрэту, то вы да гэтага ланцужку дадаеце яшчэ і вось сітуацыю с накопліваннем расійскіх вайскоўцаў каля украінскай мяжы, то есть вот усё в один ланцужок, і тады выглядае ўсё як нібыта ўся гэтая сітуацыя, як і ў Беларусі, так і на межах з Украінай была ну как бы спланаваная, разыграная ў Москве. Ну, выглядит это так. Мы в Айсан сделали предыдущее исследование, оно называлось «На пороге холодной войны. Почему Кремль предпринимает такие агрессивные шаги в сторону Запада». И вообще выглядит все так, что сейчас Москва перешла к периоду такой откровенной конфронтации с Западом, то есть она пытается показать силу. Путин хочет на равных говорить с новой администрацией Байдена, и вот эти все шаги, которые делаются в отношении Украины и Беларуси, они выглядят как то, что Москва за счет наших стран поднимает ставки и пытается как бы показать силу, так говорит, играет, как говорится, играет мускулами для того, чтобы показать, что вот мы тоже равный субъект, и с нами нужно в международной политике считаться, и к нам нужно прислушиваться. В принципе, это то, чего постоянно хочет Путин, потому что он чувствует, то есть вот его главный интерес – это возродить эту империю, которая рухнула, и для того, чтобы возродить империю, нужно как бы и собирать земли, и с другой стороны показывать свою силу, показывать, как бы, на что может дальше пойти Россия. Вернемся да асноўнай тэмы як вашага артыкула, так і тэмы, якую мы анансавалі сённяшняй размовы. Гэта дэкрэт Лукашэнкі. Ну вот здавалася, гэты дэкрэт, ну як нам гэта падаюць, гэта у выпадку, калі што там здарыцца, ну там заб'юць Лукашэнку ці яшчэ, то яны, невядома, праўда, хто гэта яны, і не дачакаюцца, невядома чаго не дачакаюцца, але не дачакаюцца. Уся ўлада перайдзе беларускаму Савету бяспекі. Ну, здавалася б, унутраная беларуская справа. Як тут будзе гэта ўсё размяркоўвацца паўнамоцтвы пасля зыходу ці знікнення Лукашэнкі. Самі тут ужо можам спрачацца, наколькі тут это канстытуцыйна, наколькі не, але ўнутраная справа. Тым не менш, ва Ўкраіне вы убачылі пагрозу ў гэтым дэкрэце для Украіны. У чым яна? Да, ну то есть фактически этим декретом Лукашенко, я согласна, говорит о том, что вот в случае чего я готов передать власть в Беларуси военным. Потому что в Совет Безопасности Беларуси входят преимущественно военные. Это один момент. И при этом мы прекрасно понимаем, что белорусские военные точно совершенно находятся в очень плотной взаимосвязи с российскими военными. Я не буду предполагать здесь громко, что кто-то из них контролируется Россией, но в принципе мы в общем не можем такую ситуацию исключать. Следующее – это
то, что он говорит, то есть контекст его этого речи, когда он объявлял об этом декрете, он постоянно говорил о том, что Беларусь вот это передовой форпост, если сейчас на нас будут нападать, значит, то есть через нас будут нападать на Россию, мы сдержим какое-то время эту агрессию, потом Россия дальше уже подключится, и мы будем противостоять всему вместе. То есть таким образом он как бы дает понять, что в случае чего, если будет чрезвычайное положение, военное положение, то не исключается, что Совет Безопасности обратится к России для того, чтобы запросить помощь для стабилизации ситуации внутри страны. То есть прямо Лукашенко не говорит о том, что мы будем российские базы на территории Беларуси размещать. И они, в принципе, и Лукашенко, и после встречи Песков это отрицают, о том, что это обсуждалось. Но, в общем-то, для нас фактически размещение военных баз не является таким уже показательным. То есть показательным есть реальное наращивание военного сотрудничества. Оно происходит. Оно происходило и до этой встречи. Мы можем предполагать, что по ее результатам оно дальше будет усиливаться. Просто Лукашенко сейчас об этом, и Лукашенко, и Россия прямо об этом не говорят, исходя из своих причин. Таким образом. Атрымліваецца, што галоўная небяспека найперш для Украіны ўсё ж такі вы як грамадзяне сваёй краіны такі меркантыльны інтарэс, але так ёсць рэал-палітык, як кажуць, што калі ўлада перайдзе да Савета бяспекі, дзе галоўную ролю адыгрываюць сілавікі, то у выпадку, калі раптам што здарыцца, нехта захоча гэты саўбез ці ўладу ад яго адняць і перадаць там іншаму, то яны, каб захаваць сваю ўладу, могуць наўпрост звярнуцца па дапамогу да расійскіх калег. Тым больш, што АДКБ і гэтак далей яны могуць гэта рабіць. То есть і ў гэтым вы бачыце пагрозу. Да, так и есть. И тут, кстати говоря, если анализировать послание дальше Путина к Федеральному собранию, он оговорился и сказал не о ДКБ, а страны Варшавского договора, что вот вызвало бурную реакцию российских пропагандистов. То есть Россия меряет все дальше, все отношения глобально вот в этом вот в этой рамке Варшавского договора, НАТО, и, значит, есть мы, а есть они, и вот мы должны им противостоять. И для этого, конечно, Россия делает все, чтобы Беларусь максимально в зоне своего влияния закрепить. И мне кажется, они будут пытаться сделать такие шаги, которые бы не дали потом, как бы ни сложилась политическая ситуация в Беларуси, каким-то образом Беларусь от этих обязательств избавиться, то есть максимально сделать все, чтобы полностью контролировать ситуацию и не дать Беларуси выйти из-под этого влияния. Сейчас для этого благоприятный момент, потому что поддержки Лукашенко на Западе ее не существует, и ему сейчас очень тяжело разыгрывать ту карту, которую он разыгрывал всегда раньше, и вашим, и нашим, что я играю на две стороны, то есть он обоюдно шантажировал Запад и Россию тем, что вот он по очереди с ними дружил. Сейчас он этого делать не может, у него сейчас один друг на Востоке, и вот этот друг, он максимально пытается сделать все, чтобы закрепить статус-кво и не дать Беларуси дальше никаких возможностей для того, чтобы вести какую-то политику независимую. Але глядзіце, спадарня Марыя, ўсё ж таки гэтая сітуацыя, і дакладней вот ваше непакойство развіццём гэтай сітуацыі, яно выклікае два пытання. Па-першае, мы сёння маем што? Лукашенко пастаянна, а зараз ўсё больш нарошчвае расказы пра тое, якая пагроза для Беларусі ідзе з захаду. Пачынаючы ад танкаў НАТО, якія стаяць вось у нас і на польскай, і на літоўскай мяжы, і гатовыя там уварвацца ў Беларусь,
працягваючы тым, што нібыта за гэтым замахам на яго жыццё і уладу пушкініста і юрыста стаяла ЗША і канкрэтна дарацца Байдена. Ну, вот вам сітуацыя. Ну, плюс складаная сітуацыя ўнутры краіны. У любы момант ён і зараз можа звярнуцца па дапамогу ў межах АДКБ да расійскіх, да Пуціна, каб, ну, прасцей кажучы, маўляў, Пуцін, увядзі войскі, каб нам тут разам справіцца з гэтай сітуацыяй. Навошта чакаць, пакуль запрацуе гэты дэкрэт? Да, я с вами полностью согласна. Здесь, мне кажется, нужно иметь в виду два момента. Первый момент, что касается самого Лукашенко. То есть Лукашенко, он во всех своих речах, он ассоциирует себя с Беларусью. То есть он фактически говорит: Беларусь – это я. Конечно, он не хочет терять власть, и он хочет все равно каким-то образом сохранять автономность и не быть подконтрольным полностью Путину, Кремлю. Он об этом сам неоднократно говорил в своих выступлениях. То есть если сейчас он скажет о том, что Путин веди войска, то зачем Путину в таком случае нужен Лукашенко? Поэтому, конечно, он пытается каким-то образом свою фигуру сохранить и показать важность себя для развития отношений, и он будет это показывать и в дальнейшем, то есть чтобы его не могли списать со счетов. То есть судьбы Януковича в Ростов он уехать явно не хочет. Поэтому, понимая это и понимая, я знаю, что в Беларуси очень силовики исследовали, как развивались события в 2014 году в Украине, конечно, они будут, то есть Лукашенко это понимает, будут предприняты все шаги для того, чтобы так не случилось. Это с одной стороны, то есть Лукашенко не хочет утратить власть, и поэтому прямо призвать Путина он не может. С другой стороны, если говорить о том, что Путин веди войска, мы должны помнить о том, что Путин, кроме того, что он сотрудник спецслужб российских, он по своему основному образованию юрист. И Россия всегда, когда делает какие-то либо шаги, она пытается как бы их легитимизировать, то есть она пытается как бы действовать законно. То же самое, вот как когда мы говорим о незаконной аннексии Крыма, Россия проводила там референдум, который давал ей возможность и дает сейчас возможность как бы ссылаться на его результаты. Так и в других отношениях. То есть всегда ищутся какие-то основания для того, чтобы действия как бы имели формальный элемент законности, потому что он прекрасно понимает, я имею в виду Путин и Кремль, в Кремле это прекрасно осознают, что если они не хотят допустить сейчас, на данный момент, полной изоляции России. То есть если будут предприняты сейчас конкретные агрессивные шаги, это приведет к тому, что будут наложены еще большие санкции, Россия попадет в еще большую изоляцию. Пока, как они сами говорят, мы к этому не готовы. То есть, возможно, в какой-то момент Россия будет к этому готова, но пока вот они не чувствуют этой готовности. Поэтому, скорее всего, будет... То есть если и будет таким образом развиваться ситуация по вовлечению российских военных, для этого будет искаться какой-то легальный повод для того, чтобы он дал вот основания для этого. Вот если мы, допустим, рассматривали ситуацию, как она развивается на Донбассе, на оккупированных Донецкой и Луганской областях, там происходит так называемая милитаризация паспортов. Что это значит? Это значит, что Россия уже сейчас, по разным оценкам, там раздала 500 тысяч своих паспортов. То есть 500 тысяч человек, которые проживают на оккупированной территории, они являются гражданами Российской Федерации. В принципе, мы понимаем, что в любой момент это может дать России основания говорить о том, что вот мы должны защищать своих граждан, над них там вот что-то там готовится, и вот мы выступаем в защиту. То же самое и с Беларусью. То есть, скорее всего, будут в России искать какую-то ситуацию, которая позволит легально, с их точки зрения, вмешаться и легально, там, например, в чем-то помочь.
Ну, тут паспорты расійскія, конечно, раздаваць ніхто не дазволіць, тым больш што і законам забаронена мець падвойнае грамадзянства, але вот аргумент бараніць рускамоўнае насельніцтва, ён сапраўды застаецца такім, ну, жывым і якім пры жаданні можна скарыстацца. Да, так и есть. Россия всегда использовала вот эти вот то есть защита русскоязычных, помощь им, вот этот постоянный нарратив о том, что два братских народа, раньше там была и Украина, но сейчас Украину уже братским народом никто не называет. Если вы видели, в Украине вчера широко так была растиражирована картинка с государственного российского СМИ. Передача была там, где они показывали, кто главные враги России. Вот так вот Украина туда относится, Соединенные Штаты, естественно, страны Балтии, Чехия, Грузия. Ну, в общем, все друзья Украины, они сейчас вот, Россия их называет своими главными врагами. Поэтому, естественно, как бы на западном направлении у России не так много сейчас остается стран, с которыми она, в принципе, поддерживает дружеские отношения, на которые может рассчитывать. И Беларусь в этом отношении для России приобретает особое значение, потому что в условиях, когда сужается это окно возможностей, высылают российских дипломатов в этом месяце, там, по-моему, около 10 стран их уже выслали, постоянно происходит давление, то, конечно, использование Беларуси и, ну, то есть игра вот этим фактором, что это наше партнерское государство союзное, и мы, значит, не позволим и будем противостоять Западу, оно приобретает особенную роль. Калі мы ўсё ж таки кажам, ну дакладней вы кажаце про тое, что гэты дэкрэт Лукашенко, Лукашенко гэта такая база России для, ну, анексіі, не анексіі, ну по крайней мере для паглынання Беларусі. Але вы самі толькі што сказалі, што Лукашенко робіць усё, каб застацца да і надалей пры ўладзе, не плануе ён бліжэйшым часам сыходзіць. Не варта, як мне падаецца, разглядаць гэты дэкрэт, нават калі пасля таго, як ён будзе падпісаны, як такое вот, ну, пачатак транзіта улады. І такім чынам, вот, колькі ён яшчэ пратрымаецца, ну, сёння прагназаваць даволі складана. Можа паўгода, можа год, можа 5 гадоў. І такім чынам гэты дэкрэт як база для паглынання на далёкую перспектыву, вот, калі толькі так вот можна яго расцэньваць. Вообще, я видела комментарии белорусских аналитиков по поводу декрета. Учитывая, в общем, политику Лукашенко, в принципе, воспринимать серьезно его шаги, вот то, что он предпринимает, мне кажется, преждевременно. То есть, что ему вообще мешает потом этот декрет изменить, пересмотреть, вообще его не принимать. То есть, по большому счету, ну, если мы говорим о том, с чего мы начали, то есть, что это часть вот этой вот общей такой игры, то игры, я имею в виду России и Беларуси, то, в принципе, это может выглядеть как, например, то, что ну, реализация каких-то договоренностей, о том, что Лукашенко таким образом показывает, например, демонстрирует преданность Путину, еще что-то. То есть, по большому счету, как он будет использован, это такой вопрос. Как бы он может его использовать по очень разным направлениям. То есть, мне кажется, здесь вот, как говорят, когда о шулерах надо следить за руками, мне кажется, что в этой ситуации тоже нужно следить за руками и смотреть на конкретные действия. То есть, что конкретно будет происходить. Вот. То есть, по каким направлениям будет углубляться сотрудничество, что Лукашенко будет делать в Беларуси. То есть, возможно, принятие декрета было обусловлено тем, что он сейчас полностью будет зачищать политическое поле. То есть это развяжет ему руки для того, чтобы там избавляться от
тех протестных настроений, тех лидеров, которые остались еще на территории Беларуси. Да? То есть нужно будет посмотреть, когда будет уже текст опубликован, что в этом тексте. Но опять же, это не будет гарантия того, что именно так, как написано, все будет и предприниматься. То есть будем смотреть, как именно будет использован этот документ. Ну тут вот нам кажуць, пишуць у каментарах, што маўляў даволі складана абмяркоўваць дэкрэты і яго наступствы, не маючы тэкста гэтага дэкрэта. Сапраўды, тэкста мы не маем, і пакуль што маем толькі тое, што агучыў Лукашенко, але пакуль што мы, абапіраючыся на гэтыя яго словы і словы пра тое, што будуць перададзеныя прэзідэнцкія, не прэзідэнцкія, але паўнамоцтвы кіраваць краінай саўбезу, у які ўваходзіць пераважная большасць кіраўнікоў сілавых структур. Вось гэтую магчымасць мы і абмяркоўваем, і яна падаецца не вельмі такой добрай з усіх бакоў, як з унутры беларускага боку, так вось, як вы бачыце, і з боку нашых суседзяў, прынамсі Украіны. Было яшчэ одно пытанне зараз. Так вось, Алекс Иванов пісаў: галоўнае пытанне ў тым, навошта аншлюз патрэбны Расіі. Вы займаецеся тым, што самі сябе палохаеце, а па выніку робіце вынік праз купу розных меркаванняў, што трэба больш сплаціцца вакол Лукашенко, маўляў, гарант незалежнасці. Мы да такога выніку не прыходзілі, але вось пытанне сапраўды важнае. У сённяшніх умовах, і вы самі казалі, што санкцыі яны ўсё ж такі працуюць, і ў такой сітуацыі навошта ўся гэтая гульня, аншлюз ці далучэнне ці паглынанне Беларусі России? Мне кажется, здесь основное, это то, на чем я акцентирую внимание и в этом статье, и сейчас, это усиление военной угрозы. То есть это основной вопрос, который сейчас беспокоит Украину, и он вполне реальный. То есть это не какие-то страхи. У нас иногда есть дискуссия в украинском политическом поле о том, то есть преувеличена ли эта угроза, будет ли Россия действительно нападать, или они просто угрожают и вот скапливают войска. В любом случае Россия сейчас... то, что произошло, нужно воспринимать как то, что Россия провела тренировку, то есть она посмотрела на реакцию Запада, на реакцию Украины. Войска там были сконцентрированы, продолжают оставаться сконцентрированы сейчас. И несмотря на заявление министра обороны России Шойгу о том, что они будут отведены, пока что то есть их не отвели. И кроме того, мы знаем о реальных шагах усиления военного сотрудничества Беларуси с Россией, которые были предприняты. Вы знаете, что с начала этого года была достигнута договоренность о совместных пунктах российско-белорусских на границе с Украиной, была достигнута договоренность о совместных патрулированиях с то есть использованием авиации и так далее. То есть предпринимаются конкретные шаги, направленные на то, чтобы усиливать военное сотрудничество. Конечно, Украина в ситуации, в которой она находится, у нас 8-й год война идет, конечно, она не может эту угрозу недооценивать. Кроме того, наверняка все знают о том, что на сентябрь этого года запланированы совместные российско-белорусские учения «Запад-2021». И мы не можем исключать того, что вот эти вот группировки, которые сейчас были сконцентрированы вдоль границы с Украиной, что они будут задействованы также и в этих учениях. Как будет развиваться ситуация? То есть Россия максимально наращивает ставки, поднимает ставки. И это делается для того, чтобы усиливается военная угроза. Поэтому ни в коем случае здесь никто Лукашенко не поддерживает, и речи о том, чтобы его поддержать или вокруг него объединиться, не идет. Речь идет о том, что мы должны четко это понимать и постоянно об этом говорить. И я вам, Змитцер, благодарна в Еврорадио о том, что эта тема постоянно обсуждается.
чем больше мы об этом говорим, чем более на поверхности становятся эти вещи, тем, в принципе, то есть не снижаем угрозу, но, по крайней мере, мы ее четко осознаем. То есть четко понимаем и следим за тем, что будет происходить, потому что чем раньше это выяснится и чем раньше мы об этом узнаем, тем быстрее можно реагировать и предпринимать какие-то контрмеры. Ну а наколькі шырока ва ўкраіне гэтая сітуацыя абмяркоўваецца, наколькі сур'ёзна ўсё ж такі ўспрымаецца небяспека з боку ну я не ведаю, ад расійскіх войск, якія могуць пайсці праз беларуска-украінскую мяжу, судзячы па словах дэпутата Верховнай Рады Шаўчэнка, які сустракаўся з Лукашенко, і тут ва ўкраіне ледзь не 40% людзей там з вялікай павагай лічаць яго лепшым замежным прэзідэнтам і, можа быць, хацелі б бачыць прэзідэнтам Украіны. Эта встреча была достаточно забавна. Вообще было забавно наблюдать, как Лукашенко и его пресс-служба ее использовали. То есть поднять встречу народного депутата с президентом на уровень международной встречи, это, в принципе, свидетельствует о том, что никаких других контактов уже вообще не осталось. То есть, в принципе, показать уже больше некого, поэтому нашли какого-то депутата, который был согласен встретиться, и максимально это показали как государственный визит, который о чем-то говорит. Конечно, я сейчас немного о Шевченко скажу, об этой всей ситуации, потому что спрашивают, Шевченко никого не представлял, он был сам от себя, то есть он не глава комитета по международным делам, он член большой фракции, на сегодняшний момент наибольшей, «Слуга народа», фракции в Верховной Раде, от которой, собственно, является, то есть президент Украины является членом этой партии. Конечно, он говорил сам от себя, и после того, как он уже вернулся в Украину, встал вопрос, по-моему, там было заседание фракции, о том, что Шевченко должен быть из фракции исключен. Но он депутат-мажоритарщик, то есть его выбирали на его округе его избиратели. Видимо, он рассчитывает так, что для избирателей на его конкретном округе такие заявления, такая его позиция, она, может быть, каким-то образом сыграет в его пользу, и он там получит дополнительные какие-то голоса. То есть ни больше, ни меньше. То есть это частный визит депутата, который фактически ни на что не влияет. Это то, что он так был выставлен Лукашенко и белорусскими государственными каналами, это, в общем-то, достаточно смешно. В целом, если отвечать на ваш вопрос, как воспринимают в Украине ситуацию, Украина солидарна, и все украинцы, кого я знаю, они солидарны с белорусским народом и с ужасом смотрят на то, что сейчас происходит. Имеется в виду на репрессии со стороны режима, на то, что люди просто физически не могут выходить на протесты, потому что это создается прямая угроза жизни и здоровью. И это любой нормальный человек, а тем более украинцы, которые проходили через это, воспринимать, конечно, нормально не может. И, соответственно, понимая то, что Лукашенко все шаг за шагом приближается к Москве, открытым текстом говорится о том, что белорусские спецслужбы сотрудничают с российскими спецслужбами, то есть об этом заявляется на уровне президента открыто, о том, что проводятся совместные операции, усиливается военное сотрудничество. Конечно, это вызывает беспокойство, потому что нас с Беларусью связывает большая, то есть Украина на севере, там, по-моему, около 1000 километров общая граница с Беларусью, и понимание того, что там в какой-то момент могут оказаться российские военные, оно не может не беспокоить. Ну, наколькі я ведаю, КДБ беларуская супрацоўнічае і з СБУ, што ж тут такога нечаканага, калі з ФСБ супрацоўнічаюць?
Ну, здесь вопрос, то есть спецслужбы все в той или иной степени друг с другом сотрудничают, особенно что касается направлений, например, борьбы с терроризмом, распространения наркотиков, оружия и так далее. Здесь речь идет о проведении совместных операций именно по устранению так называемых противников режима, которые, в принципе, по большому счету можно говорить о том, что ФСБ сейчас было задействовано в операции, а, возможно, само ее провоцировала и проводила, которая имеет прямое отношение к внутренним делам Беларуси. То есть даже не касалось там распространения наркотиков или террористической угрозы. То есть они были задействованы напрямую к расследованию и к сбору данных по людям, которые фактически являются оппонентами Лукашенко. В Украине такого мы не видим, и в других странах мы такого не видим, и даже если это происходит, обычно это не выносится в публичную плоскость. То есть то, что об этом заявили открыто, об этом, я вот смотрела, например, директор ФСБ Бортников, его потом спрашивали о том, о роли США, потому что здесь еще нужно не забывать, что извечный враг – это Соединенные Штаты, которым надо указать их место. Вот, у Бортникова спрашивали о роли США в этом так называемом заговоре. Вот, и он сказал, что она расследуется. Поэтому что там еще что будет еще расследовано, какие еще мнимые доказательства там или связи будут найдены, это мы еще все увидим. Но, в принципе, речь идет о том, что вмешательство вот именно во внутренние дела и прямое участие в устранении политических оппонентов, вот это, в принципе, и пугает. Зразумела. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі з Харкова была Марія Аўдзеева, эксперт iSense. Мы абмяркоўвалі меркаваны дэкрэт Лукашэнкі і якія пагрозы ён нясе не толькі Беларусі, яе незалежнасці, але і Украіне. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.